Добрый вечер. В эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. В скором времени, эту проблему мы снимем. 57 новых автобусов помогут решить проблемы на маршруте Владикавказ-Беслан. Они должны поступить в республику в мае. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель профильного комитета Тариэль Солиев. Хотел бы обратиться к горожанам, о том, чтобы немножечко бережнее относиться и с вниманием относиться к нашему труду. Во Владикавказе дороги убирают даже ночью. У работников спецэкосервиса в наличии все нужное оборудование. Тем не менее, в центре города чистоту приходится наводить 2 раза в сутки. В наше непростое время такое ремесло помогает немного отвлечься. Научиться плести национальную косынку и лучше узнать осетинские обычаи. В Доме народного творчества желающих овладеть многовековым искусством принимают совершенно бесплатно. Северная Осетия и Ленинградская область укрепляют сотрудничество в гуманитарной, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах. Соглашение подпишут на площадке Петербургского международного экономического форума. Договоренности удалось достичь по итогам рабочего визита Сергея Миняйла в Ленинградскую область по приглашению губернатора Александра Дрозденко. На двусторонней встрече глава поблагодарил коллегу за готовность к сотрудничеству и заверил, Северная Осетия всегда открыта к диалогу и укреплению межрегионального взаимодействия. 2500 педагогов Северной Осетии с этого месяца получат 12 тысяч рублей за классное руководство. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Миняйло. Классные руководители школ и кураторы групп в колледжах и техникумах, работающие в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек, теперь будут получать федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, а с учетом республиканской надбавки получится 12 тысяч. Во время оглашения послания Федеральному собранию такую инициативу озвучил президент Владимир Путин. Кабмин расширит стратегию социально-экономического развития республики, рассчитанную до 2030 года. Количество приоритетных направлений увеличит с 7 до 13. Ключевые векторы – агропромышленный, туристско-рекреационный, медицинский, культурно-этнографический кластеры, промышленный и транспортно-логистические комплексы, информационные технологии, экология и климат, малое и среднее предпринимательство, а также горные территории. Кроме того, в перечне инвестиций и инноваций, строительство ЖКХ, топливно-энергетический комплекс. Председатель правительства Борис Джанаев поручил Минэку сформировать межведомственную рабочую группу по корректировке стратегий. В ее состав войдут руководители органов власти и администрации местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественные организации и независимые эксперты. Завершить формирование межведомственной рабочей группы по доработке стратегии. Представить дорожную карту заседания рабочей группы с конкретными датами рассмотрения раздела стратегии. Обеспечить разработку плана мероприятий по развитию всех мероприятий и развития нашей республики. Договорились? Вот на жесткий контроль возьмите, через 2 недели мы заслушаем. Северная Осетия активно применяет инфраструктурные бюджетные кредиты. Всего на 2022-2025 годы предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги создадут сразу несколько масштабных проектов. Как отметил Борис Джанаев, строительная отрасль продолжила активный рост, а инфраструктурные бюджетные кредиты – это дополнительный инструмент для развития региона и повышения качества городской среды. Кроме того, регион получил еще 2,5 миллиарда рублей, в том числе на модернизацию водопроводных сетей Дигары и обновление общественного транспорта. Мы видим, как субъект наш развивается, как приукрашается город, у нас хорошая инфраструктура создается, республика всячески помогает федеральными мерами поддержки, региональными. И, конечно, все эти инструменты поддержки должны быть правильно направлены для решения больших вопросов. Мы знаем, что инструменты поддержки также и в этом году будут применяться, поэтому все зависит от нас. Качественно отработали, значит, есть возможность получить заново
инфраструктурные кредиты для того, чтобы развивать нашу республику. В мае в Северную Осетию поступят 57 новых автобусов. Их распределят на муниципальные маршруты, в том числе и на проблемные в Беслан и Дегорский район. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэль Солиев. Говорили и о кадровой проблеме. Ее будут решать совместно с комитетом занятости. Благодаря специальной программе водители смогут пройти курсы повышения квалификации. В понедельник на аппаратном совещании Сергей Миняйло поручил запустить автобусы из Владикавказа в аэропорт. Как отметил Тариэль Солиев, сложности с этим маршрутом есть. Сейчас беспрепятственно заехать на территорию терминала невозможно, но проблему уже решают. Говорили также о безналичной оплате за проезд и видеонаблюдении в салонах. Его усовершенствуют по новой системе, чтобы снизить конфликтные ситуации и улучшить качество перевозок. С этим вопросом мы тоже ведем работу, и с Мегафоном ведем работу, и с МТС. В скором времени, значит, эту проблему мы снимем. Конечно, если бы все 100% оплачивали бы по безналу картами, да, мы бы видели всю картину. Событие, которое запомнится навсегда. Ко дню космонавтики свои первые паспорта получили 20 ребят из Владикавказа. Главный документ в торжественной обстановке им вручили сенатор Российской Федерации Виталий Назаренко, депутат республиканского парламента Сармат Шавлохов, представители правоохранительных органов. После официальной части была интересная экскурсия по планетарию. В рамках всероссийской акции движения первых «Мы, граждане России», паспорта получили больше 200 человек со всей республики. Вы сегодня делаете первый шаг во взрослую жизнь. Я хочу вам пожелать, мы сегодня в таком символичном месте находимся, что ваша взрослая жизнь, она была как полет в космос, что вы стремительно стремились ввысь к достижениям. Я хочу вам пожелать счастья, удачи. Вы должны поставить себе цели, должны стать яркими гражданами нашей республики, нашей страны. За весь год мы планируем охватить порядка 1000 ребят. Данная акция. Мы хотим показать и рассказать им в действительности то, насколько они важны для государства, насколько они важны для общественности, что по-настоящему значит стать полноправным, полноценным гражданином Российской Федерации. А в Общественной палате Виталий Назаренко встретился с представителями молодой гвардии. Сенатор поблагодарил ребят за помощь в организации и активное участие в выборах президента. Он отметил, будущее страны в их руках. Виталий Назаренко рассказал о работе Совета Федерации. Обсудили и будущие проекты. В любом случае я ищу форматы взаимодействия. До этого были встречи с молодежным парламентом и так далее. Вот я встречаюсь с молодежью. Хочется понять, в каком направлении мы можем взаимодействовать, где им помочь надо и так далее, и так далее. В любом случае это идет, как вы сказали, это, конечно, где-то передача опыта. Я скажу больше, это и получение информации, и, я так скажу, впитывание от молодежи тоже чего-то. Следить за светофорами, убирать дороги и всегда поддерживать чистоту и порядок в городе. Сотрудники спецэкосервиса трудятся круглые сутки. На самых проблемных участках работают сразу несколько бригад. В одну смену больше 250 человек. Тему продолжит моя коллега Залина Калманова. Пока город спит, сотрудники спецэкосервиса работают. К уборке приступают в 2 часа ночи. Наносят разметку на особо загруженных дорогах. Подметают улицы, собирают крупный мусор, расчищают газоны. Особое внимание пешеходным зонам, тротуарам и подходам к остановкам. Потом на дороге выезжает спецтехника. В ход идут поливомоечные машины, вакуумные пылесосы и самосвалы. Как говорят специалисты, особенно много мусора бывает в центре города. Поэтому на этом участке работают в 2 смены – ночью и в обед. У нас люди некоторые привыкли уже мусорный пакет ложить в урну. Вот маленькие урны. Получается, что они быстро заполняются. Из-за этого мы сделали 2-ю смену. И туристов очень много у нас появилось, дай бог им здоровья, нравится у них
им наш город. Убирают весь город, но, по словам специалистов, самые проблемные рестонские и северо-западные районы. Из-за масштабной стройки мусор здесь собирается чуть ли не каждые 2 часа. Всего в смену работает 12 единиц техники и 260 человек. Хотел бы обратиться к горожанам, да, о том, чтобы немножечко бережнее относиться и с вниманием относиться к нашему труду, к труду наших рабочих, да, то, что очень много сил и времени затрачивается на уборку этого. Трудятся специалисты каждый день в любую погоду и даже во время дождя. Также 4 аварийные бригады круглосуточно следят за работой светофоров. Зарина Калманова, Алина Меликова. Новости Осетии. Во Владикавказе завершилась 20-я региональная научно-практическая конференция «Владикавказские калмогоровские чтения». Ее проводят с 2003 года, со дня столетия великого математика Андрея Колмогорова. В этот раз мероприятие приурочили к 300-летию Российской академии наук и 30-летию Владикавказского научного центра РАН. Участвовали 27 учителей и 86 школьников в 7 направлениях – математика, физика, информатика, химия, биология, история и филология. Победителям вручили дипломы и памятные подарки. Основная цель – это стимулировать молодежь. Все прекрасно знают, что в наше время молодежь не очень интересуется наукой. А тем не менее будущее нашей страны связано с наукой, с развитием науки. 2 лиги. Это младшая лига, школьники 5-8 классов в конкурсе принимали, и старшая 9-11. По результатам жюри отобрали несколько работ, которые мы будем представлять в Москве на международной научной конференции школьников «Калмогоровские чтения», которая проводится в Сунце МГУ. А те лучшие доклады, которые были сделаны учителями, будут рекомендованы для публикации в журналах научного направления по теории методики обучения математики и другим предметам в российских журналах, которые достаточно серьезного уровня. Как создать мультипликационный фильм и как это искусство повлияло на кинематограф? В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» ко Дню российской анимации ученикам 33-й школы Владикавказа провели необычную встречу. Специальные гости – председатель Союза кинематографистов Республики Индира Черджиева и директор Дома кино Заур Соскиев. Ребята узнали об истории мировой и отечественной анимации, первых создателях мультфильмов. Нам показалось, что это очень интересная тема, и мы решили позвать ребят. Они встретились с очень интересными людьми. Я думаю, что мероприятие прошло не зря. Целью нашего мероприятия является популяризация отечественной мультипликации среди молодежи. 11 апреля в научной библиотеке Владикавказа пройдет встреча руководителя национального открытого чемпионата творческих компетенций «Арт-мастерс» Борислава Володина со студентами вузов и колледжей. Тема – создание профессиональной мечты, кто такие бэкстейдж-герои и как попасть в мир крупнейших творческих проектов страны. Борислав Володин расскажет о развитии креативных индустрий и актуальных мировых и российских тенденциях. Участники чемпионата – тысячи молодых профессионалов со всей страны. Он включает 20 компетенций. Заявки на юбилейный 5-й сезон принимают до 27 апреля на сайте artmasters.ru. Головные уборы всегда были важной частью горского этикета. Осетинки плели национальные косынки из разных материалов. Считалось, чем тоньше вязка, тем лучше девушка владеет искусством. Разные техники и узоры добавляли красоты и ценность платку. В Доме народного творчества уже 3-й год обучают сложному ремеслу. Петля за петлей в руках маленькой Рухшаны появляются очертания салфетки. Девочка уже 3 года занимается в школе плетения астинского платка. Интерес возник, глядя на маму. Первое ознакомительное занятие пришлось по душе. И даже спустя несколько лет юная мастерица с особым трепетом ходит на кружок. Видела, как мама вышивала, когда она мою сестру уложила спать, она тогда в своей комнате вышивала. Я увидела, как это ей нравится, и тоже захотела. Я сплела для своей сестры Агунды на день рождения платок, а сейчас плету для себя.
Школа-студия при Республиканском доме народного творчества работает с 2021 года. Бесплатные уроки плетения проводят по авторской методике Залины Дауровой. Интерес к этому делу объединяет женщин разного возраста и профессий за одним столом. Занятия по понедельникам с 4 до 8. Мастерицы рассказывают, что уже не представляют жизнь без любимого увлечения, а кто-то и вовсе сравнивает процесс плетения с медитацией. Когда ты входишь в поток, ты просто плетешь, и это ничем не хуже медитации. Я разные виды медитации знаю. Это как дыхание. Очень успокаивает, и ты приходишь на какой-то лад, на ладный ритм свой. Входишь в него. Несколько веков назад позволить себе шелковый платок могла не каждая девушка. Работа над ним требовала большого терпения и мастерства. Но и в наше время это дорогое удовольствие. На изготовление косынки в среднем уходит почти 2 месяца. Традиционно платок украшают растительным или линейно-геометрическим орнаментом. На этом платке изображен растительный орнамент. Он символизировал плодородие. Края платка украшены кистями, но также они традиционно украшались другим видом бахромы, как вот на платке, который на мне, на косынке. Наматываем нить на иглу челнок и приступаем к работе. Овладеть приемами создания филейной сетки непросто. Сначала на плотную основу в виде подушки натягивают перламутровую нить в форме треугольника и закрепляют иголками. Первую петлю завязывают вручную. После ряд за рядом создают основу, которую потом расшивают выбранным орнаментом. Как правило, косынки плели из ниток натурального шелка. В наши дни их можно заказать в интернете. Интерес к этому ремеслу возникает, мне кажется, из-за того, что людям хочется быть поближе к своим корням. Это все-таки некая связь с предками. И в наше непростое время такое ремесло помогает немного отвлечься от событий, которые происходят, и сонастроиться с самим собой, наверное. Желающих прикоснуться к наследию предков с каждым годом становится больше. Женщины научились внедрять традиционный платок в повседневные образы. И благодаря таким занятиям поддерживать связь поколений становится легче. Зоя Тараева, Георгий Гагиев. Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.